То есть их прошлые обещания уже не действуют? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, чем шокировали местное население Таджикистана. Это очень важно. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Когда полностью будет снят энерголимит в Таджикистане, пока неизвестно, заявил глава компании Барки Тачик на пресс-конференции в Душанбе 13 января. В Таджикистане с 1 февраля действует лимит на потребление электроэнергии. Махмадумар Асазада, руководитель ОАО Барки Тачик, заявил, что снятие энерголимита связано с ситуацией с погодой и стабилизацией водно-энергетического режима реки Вахш. В конце января ОАО Барки Тачик сообщила о введении лимита на потребление электроэнергии с 1 февраля. В сообщении не было указано, в какой период суток и на сколько часов будет прекращаться подача электроэнергии. За 10 дней до введения энерголимита по поручению президента Таджикистана все ограничения на использование электроэнергии в стране были полностью сняты. Начиная с конца прошлого года население не получало электричество с 22:00 до 5 часов утра. В ответ на вопрос журналистов, почему компания ввела энерголимит спустя несколько дней после снятия ограничений, Асазада заявил, что в январе в дни сильных морозов резко увеличился спрос на электроэнергию. Рост спроса на электроэнергию, по его словам, привел к увеличению нагрузки электрических сетей и трансформаторов, а также отрицательно сказался на водно-энергетических ресурсах водоемов, из-за чего было принято решение о введении энерголимита. Ранее ОАО Барки Тачик сообщила, что с учетом постепенного роста спроса на электроэнергию внутри страны, объем ее производства за прошедший период января 2023 года увеличился на 300 миллионов киловатт-часов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на 14% больше, чем в среднем за предыдущие годы. Жители Таджикистана жалуются на вводимые в стране ограничения на подачу электричества. Они часто спрашивают, когда же энерголимит будет снят. Правительство Таджикистана в январе этого года приняло решение превратить Госэнергохолдинг в открытое акционерное общество Барки Тачик. Для управления ОАО создан совет наблюдателей в составе 7 человек. Учредителем ОАО Барки Тачик остается правительство Таджикистана, которому принадлежит 100% акций. Как вы относитесь к такой ситуации и к тому, что они сами не знают, когда снимут этот энерголимит? И постоянно они привязывают эту проблему то к уровню воды, то к погодным условиям, то поломкам, то еще чему-то. И причины действительно каждый раз меняются, и невозможно проследить, ведь уровень воды повышается, энерголимит не снимается. Почему так происходит, никто и никогда не объясняет. То какие-то поломки, которые чинят буквально бесконечно, несколько месяцев, и все время у них какие-то поломки. Но тем не менее, они продолжают продавать электроэнергию за рубеж, зарабатывая деньги в казну. Тем самым местное население живет в ограничениях. Как вы относитесь к той ситуации, что за рубеж, особенно в Афганистан, продается очень много электроэнергии, и раньше эти данные хотя бы показывали местному населению, а теперь, чтобы не было много возмущений, стали это скрывать. Тем самым сделав ситуацию еще хуже. Теперь население еще больше злится из-за того, что он даже не знает, сколько продается электроэнергии, а им приходится сидеть в морозную погоду без электричества, тепла и тому подобное. Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!